Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр, правильно, для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни и сестрюни, меня зовут как всегда Лайт. Ставь лайк, если в поиске во что бы поиграть. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чайку. Ну а перед началом ролика, мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу. Но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП. One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов. Самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Прижмитесь к обочине. Захожу на таран. 5-й. Он ваш. Принял. Центр. Подозреваемый прорвался. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивать One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Это экшон с элементами выживания. Вам придется взять на себя роль выжившего в зомби-апокалипсисе. Сразу стоит отметить, что это фанатский порт. Вы сможете выбрать свой игровой путь. И в любом случае, чтобы получить хороший лут, придется посетить самые опасные места этого мира. Необходимо обеспечить себя едой и питьевой водой, теплом и местом для сна. Изучайте гигантский открытый мир и добывайте необходимые ресурсы. Военные базы, частные дома, больницы и прочие места могут послужить хорошим местом, чтобы переночевать, но запросто могут стать опасными в случае встречи с зомбарями. В целом мне понравилось. Игра частенько обновляется, поэтому могу посоветовать поиграть. А скачать ее и многие другие игры из роликов можно будет у меня в телеграм-канале, а ссылочка будет как всегда в описании. Это продолжение оффроуд гонок. В игре вам предстоит побывать водителем мощного внедорожника, на котором вы сможете преодолевать зыбучие пески или даже заснеженные завалы. В одиночной кампании вам нужно будет выполнять разные миссии. Для этого вам понадобится научиться хорошенько управлять машиной, так как дорога в таких местах очень коварна и в любую секунду можно застрять или же столкнуться с препятствиями. А по мере игры, конечно же, можно будет прокачивать вашу тачку с учетом рельефа и погоды. Игрушка пока доступна только для Apple девайсов, но разработчики обещают ее выход в самое ближайшее время на Android, поэтому будем ждать. Лайт, передай привет Андрею. Передаю привет Андрюхе. Это довольно странная игра. Вы только что переехали в новый город. Главный герой решает открыть собственную кофейню. Теперь успех заведения полностью зависит от вас. Выбирайте кофейные зерна, улучшайте оборудование, обслуживайте посетителей, а еще старайтесь избегать неприятностей с законом. Огромная свобода действий позволяет заняться тем, что хочется именно вам. Но главное не забывать пополнять свою казну, ведь от прибыли напрямую зависит будущее кофейни. Еще тут будут разного рода посетители, и каждому нужен свой подход, поэтому биту держите всегда под рукой. Это очень атмосферная игра, вызывающая эмоции, глубокий сюжет, невероятно красивый саундтрек. Все это заставляет проникнуться. Мир игры показывает страшную разрушительную силу человека, вырубка лесов, загрязнение окружающей среды. Невозможно вернуть то, что уничтожено. Главным персонажем является лисица, которая пытается выжить в гибнущем мире и вырастить детей. Игра начинается с побега из захваченного огнем леса. После неудачного падения с обрыва лисе все-таки удается найти новое убежище, в котором на свет появляется 4 лисенка. Теперь основной задачей становится пропитание этих малышей. Сюжетной завязкой является похищение одного из лися, и на протяжении всей игры вы будете искать похитителя, постепенно раскрывая его историю, которая оказывается тоже совершенно нерадостной. Так как повествование ведется от лица животного, в игре нет ни одной реплики. Это также работает на создание необычной атмосферы, где все простирается на интуитивном уровне.
Это необычный симулятор, в котором вы будете диспетчером службы спасения. От ваших действий напрямую будут зависеть жизни людей. Кому-то нужно подсказать азы первой помощи. В другой же ситуации потребуется выезд полицейских, скорой помощи или пожарных. Человек на другом конце провода может как быть заложником обстоятельств, угрожающих его жизни, либо просто телефонным хулиганом. Сможете ли вы взять на себя ответственность по спасению жизней? Эта игра как раз таки покажет. В свободном режиме можно будет выбрать любой город на карте мира, то есть даже тот, где ты сейчас находишься. На секундочку, тут интегрированы реальные карты, и ты сможешь поиграть реально в своем городе. А в режиме карьеры вам предложат на прохождение 6 городов, где вы столкнетесь с самыми разными ситуациями. Вообще довольно прикольно. Сегодня что-то много необычных игр, и это не исключение. Эпичная игрушка в фэнтезийном мире. Перед началом вы сможете выбрать для себя одного из 5 доступных героев и поработать с простым редактором внешности. Затем вы сразу же оказываетесь в игровом мире. По мере прохождения вы сможете прокачивать вашего перса, добывая все более мощную экипировку и изучая довольно сложную ветку талантов. Игрушка напоминает ту же Diablo. В игровом мире есть множество подземелий, квестов, которые к тому же можно будет выполнять вместе с друзьями. И каждый может выбрать определенную роль, чтобы слаженно сражаться вместе. К тому же игра кроссплатформенная, и вы сможете поиграть как на ПК, так и на своей мобилке. К особенностям игры можно отнести проработанная система прокачки, возможность кастомизации и большой игровой мир. Тут вы будете в роли неопытного грабителя. Наш воришка проник в торговый центр, не имея при себе никаких инструментов и оружия. Он должен положиться на свою ловкость и скрытность. Для того, чтобы обойти охрану, вас ждут несколько локаций с большим количеством мест для исследования. Дом, торговый центр, музей, богатые на разного рода добычу. Выполняйте задания по краже тех или иных предметов и получайте за них неплохую прибыль. А на кэш можно будет прокачиваться. Во время этих рейдов вам необходимо быть аккуратным, чтобы не попасться на глаза охранникам или полиции. Избегайте камер слежения, используйте окружающие предметы в качестве укрытия, отвлекайте охранников и находите все новые способы, как их обхитрить. Это крутой шутер. По сюжету вы окажетесь в землях 2084 года, где выжившие после мировой трагедии живут в отдельно изолированных городах. Но время от времени им приходится сталкиваться с беспощадными сражениями. Ради ресурсов перед началом боя выберите себе одного из персов, который обладает уникальными способностями и характеристиками. Также тут можно будет использовать разную боевую технику, такую как бронированные танки, огромные мехи, быстрые вооруженные автомобили и многое другое. Каждый игрок к тому же сможет использовать джетпаки, отчего сражения становятся довольно динамичными. А локации, где все это проходит, имеют достаточно большие размеры с множеством разных зданий, укрытий и секретных мест. Постепенно прокачивайте вашего персонажа. И в целом, кто соскучился по отличным королевским битвам, очень советую поиграть. Это что-то вроде андеграунда, но только на нашей мобилке. Сюжетная кампания, множество режимов, а также отличная физика и шикарная графика, которую не так часто можно встретить среди мобильных гонок. Выбирайте свой путь, гоняя без правил или сражаясь за звание лучшего гонщика. Тут есть множество путей развития. Проходите сюжетку и раскрывайте секреты синдиката. Хотите погонять с реальными игроками? Тогда вас ждут онлайн-заезды, где вы посоревнуетесь с гонщиками со всего мира. А в другом режиме вы будете в роли полиции гоняться за нарушителями или же уходить от погони. А любителей качественных гонок не может не порадовать автопарк, который насчитывает более 40 автомобилей на любой вкус. Все тачки можно прокачивать. В самой игре вы даже найдете знакомые места. Есть даже смена дня и ночи. К особенностям игры можно отнести множество игровых режимов, сюжетная кампания и свободная езда, и более 40 автомобилей. Overwatch сегодня это один из популярных шутеров на ПК, поэтому даже удивительно, что на мобилках так мало качественных клонов. На самом деле в этой игре есть и другие особенности. Во-первых, все персонажи выполнены в аниме-стилистике, а у нас, как известно, фанатов японских аниме больше, чем желающих играть в шутеры на мобилках. К тому же графика местами напоминает даже ту же Borderlands, что круто. А главная фишка тут в уникальных персонажах, что в первую очередь отсылает к Overwatch. Здесь есть как обычная
огнестрельное оружие, огнеметы, возводимые защитные сооружения и многое другое. Мне понравилось, поэтому рекомендую как минимум взглянуть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где я решил показать тебе старенькую, но не менее интересную игрушку про Гарри Поттера в Лего мире. К сожалению, в Google Play ее уже нет, но скачать ее можно будет у меня в Telegram-канале, а ссылочка будет, как всегда, в описании. Ну а меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И всем пока-пока!